Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы поговорим о Гагаузии, о ее становлении и о том, к чему пришла Гагаузия за 30 лет, потому что вы знаете, что через несколько дней, а именно 19 августа, будет очередная годовщина со дня провозглашения Гагаузской республики. А на следующий год Гагаузия и Республика Молдова будут отмечать 30 лет со дня принятия закона об особо правовом статусе автономии. Сегодня очень много разговоров вокруг того, нужна ли Гагаузия, насколько она сохранила свои полномочия и соответствует тем замыслам людей, которые были у истоков становления гагаузской государственности. Прежде чем я представлю вам нашего гостя, напомню вам, что подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях, и вы будете в курсе происходящих событий в стране и в Гагаузии. И сегодня наш гость, один из активистов становления Гагаузии, Владимир Топал. Здравствуйте, Владимир. Рад видеть вас на родине и у нас в студии. Спасибо большое. Я бы хотел сегодня с вами поговорить о вашем видении наполнения гагаузской автономии на сегодняшний день. И потому что вы, как я и сказал, были одним из активистов становления Гагаузской республики, сейчас уже Гагаузии, Гагаузской автономии. Если мы вернемся в конец 80-х, начало 90-х годов, когда активно шла борьба за становление и самоопределение гагаузского народа, на ваш взгляд, то, что происходило тогда, и то, что Гагаузия имеет сегодня, это слишком разные вещи от тех замыслов или идей, которые закладывали люди, которые были у истоков гагаузской государственности. Виталий, я прекрасно помню эти годы, революционные годы Камрата. Я советский гражданин, который только что отслужил 2 года в армии, приехал в Молдавию, в Гагаузию, и я попал, можно так сказать, в русло становления гагаузской автономии, потому что, приехав в Чадорлунгу, программа или курсы художников-оформителей были закрыты в Чадорлунге, и мне пришлось восстановить себя в СПТУ-53. Как раз там наш великий, можно так сказать, художник Влах, Петр Влах, организовал точно такие же курсы, которые назывались в то время художники-оформители. На самом деле это была как бы декорация интерьеров. И встреча с Влахом, потом знакомство с Дмитрием Савостиным, знакомство со Степаном Булгаром, с Дмитрием Айоглу, непосредственно с Маруневич, потому что я жил у сестры Маруневич и непосредственно был в курсе всех событий. И, конечно, еще жил вместе с Чинко, художником из Гагаузии, поэтому я знал все вот эти события, которые происходили. И, можно так сказать, я был как бы губкой, которая постоянно брала всю вот эту информацию и анализировал и понимал, сознательно понимал, что мы строим Гагаузию, где будет преобладать гагаузский язык как государственный язык гагаузов. Не только сохранение Гагаузии, а я воспринимал, что гагаузский язык будет преподаваться в школах, заодно будут строиться колледжи на гагаузском языке и университеты. И, можно так сказать, постепенно мы перейдем на свободное владение гагаузским. Конечно, от того, что в то время мы даже не знали, что Молдова законно все-таки признает Гагаузию частью Молдовы в лице автономии. Мы даже и не думали об этом. Но
старались, потому что даже среди нашей интеллигенции в то время были проблемы и была проблема между гагаузами, которые жили в Кишиневе, и гагаузы, которые жили на юге Молдовы. То есть гагаузы, интеллигенты в лице Танасоглу, они старались делать это более прагматично, спокойно, но в Камрате требовали быстрых решений, как будто зная, что мы как раз находимся на истоке, когда государство разваливается, и надо воспользоваться моментом, чтобы сделать, наконец-то, создать государственность гагаузов, которой у нас, можно так сказать, не было в истории. Да, есть которые говорят, что у нас была Добруджа государственность или где-то в Средней Азии или близко к Монголии, но доказательств очень мало. Но когда мы создаем автономию, непосредственно видим, что мы это создаем, вот это и называется, можно так сказать, борьба за государственность гагаузов. Владимир, если я выскажу такое утверждение о том, что тогда, вот конец 80-х, начало 90-х годов прошлого века, движение за становление Гагаузии, больше исходило от интеллигенции. Это верное утверждение было? Конечно, конечно, только интеллигенция. И в основном многие были из них художниками. Это Дмитрий Савастин, конечно, писатель наш Степан Булгар, Айоглу Дмитрий, Арабаджи, Фазлы. В основном, если посмотреть в составе, это были художники. Но не надо забывать, что все эти художники получали всю эту информацию от Карачабана. Карачабан, наверное, можно так сказать, создал этих людей. Он создал своей любовью гагаузскому народу. И если мы будем смотреть исторически те годы, 70-е, 80-е, и посмотрим на эти фотографии и на архивы, почти что вся интеллигенция была у Карачабана. Значит, все от него брали какую-то информацию, но все равно, конечно, не будем забывать и гагаузоведов, которые жили и работали в Кишиневе. Ну, в то время у меня с тем, что мне было всего лишь 20 лет, я мало о них знал. И мы поколение, которые окончили школу в Советском Союзе, отслужили армию и приехали, и как раз разваливался Советский Союз, поэтому мы были очень мало знакомы с гагаузской интеллигенцией, которые жили и работали в Кишиневе. Может, даже информация в то время была слабая, поэтому мы не знали. Как так получилось, что впоследствии, когда уже был принят закон об особо правовом статусе Гагаузии, и Гагаузия приобрела законные формы своего самоопределения и определенные элементы государственности, потому что все же будем говорить о том, что согласно Конституции Республики Молдова, Молдова является унитарным государством, и Гагаузия является некой автономией территориальной, культурной. В общем-то, по сей день еще идут споры вокруг того, имеет ли Гагаузия политическое наполнение, или это все-таки культурное наполнение. Но мой вопрос касается того, что как получилось, что в момент, когда Гагаузия обрела законный статус, люди, которые боролись за становление, и интеллигенция, были отодвинуты от процессов управления. Потому что это является, скажем, историческим фактом. Мы можем говорить, избегать этой темы, но мы прекрасно помним, допустим, что та же Марья Васильевна Маруневич,
Еще ряд людей были в составе исполнительных структур Гагаузской республики, но они уже перестали принимать какие-либо решения и участвовать в процессах после 1994 года. Да, вы правы. Не будем забывать, что у нас еще была Гагаузская республика. Степан Топал был первым президентом, который Молдова не признала. Значит, в чем же заключалась ошибка гагаузов в то время, или интеллигенции, или этих людей, которые строили Гагаузию? Просто от того, что вот эта интеллигенция, которая добилась автономии все-таки, и автономии молдавской правительства утвердило, я забываю дату, или в 94-м, или в 95-м году. В декабре 94-го. Да, 94-го, значит, так, 94-95, значит, интеллигенция, она не смогла управлять Гагаузией. Пришли номенклатурщики, которые знали, как управлять, но у них отсутствовало той, можно так сказать, патриотического чувства, что значит автономия, и что значит Гагаузия, и что значит сохранение языка. Вы сами прекрасно знаете, это многие были в шоке, когда первым башканом стал коммунист Георгий Табунщик, который вообще не представлял, что такое автономия. Он, наверное, считал, что он управляет каким-нибудь районом в Гагаузии. То есть Табунщик не поставил, не закрепил план развития гагаузского языка и культуры. Именно с того момента, как Молдова приняла законную основу Гагаузии. А интеллигенция оказалась, можно так сказать, интеллигенцию просто вежливо убрали в сторону. И даже официально закрыли Гагауз халкы. Она была почти как партия, но его закрыли, потому что они знали, что закрыв ячейку развития гагаузского языка, они фактически дали человеку-коммунисту право управлять Гагаузией, где основа развития гагаузского языка почему-то с первых планов убрали на второй план. Даже я могу вот почитать вот резолюцию. Я даже прекрасно знаю, что Табунщик, наш первый башкан, даже и не читал про это. И там, как говорится, это еще это резолюция 1989 года. Гагаузский народ, как самостоятельный этнос, находится на грани полной ассимиляции. Это 1989 год. И окончательного исчезновения. Значит, вот этот документ, это в 1989 году, разве Табунщик не знал об этом? Значит, он не знал, и он просто и не хотел. Поэтому, если бы, может быть, избрали бы Степана Топала в то время, может быть, изменилось как бы развитие Гагаузии, потому что Табунщик первые дни, и я помню прекрасно этого башкана, когда он организовал первый конгресс гагаузов, он всегда говорил, что экономика в первую очередь, культура второе, а развитие экономики и культуры невозможно так ставить, значит, определять, что культура это должна быть после, а экономика в первую очередь. И что случилось? Экономист, он был плохим, гагаузский язык и гагаузскую культуру он не ценил. Этот человек, который, можно так сказать, воспитывался в Советском Союзе, у него никакого любви гагаузской культуры или желания поднять гагаузский язык не было. Вот мы и дошли к этому.
Если мы говорим о гагаузском народе, да, и о том единстве, которое присутствовало, дух, ну, единства, потому что мы помним, да, хотя как бы я был тогда, ну, поменьше, скажем, но люди выходили на митинги и были едины в своем желании и порыве того, что должна быть гагаузская государственность. Что изменилось за эти годы, что сегодня в гагаузском народе и у гагаузов мы не видим того единства, которое было тогда? Ну, наверное, то, что экономически, то, что обещали наши все башканы, мы будем поднимать экономическую сторону Гагаузии, но экономика не поднялась, культура тоже не поднялась, и все это привело к краху, все это привело к тому, что в 2003 году башканам, хотя официально и признали Евгения Гуцу, но я не считаю... В 2023 я не считаю моим башканом. Это представитель просто Шора, который использует Гагаузию в личных интересах. И 27 тысяч человек в Гагаузии, которые избрали представительницу Шора, они ее избрали, даже не прочитав программу. В программе даже, я читал эту программу, даже нету развития гагаузского языка и культуры. Там абсолютно отсутствует. То есть люди, которые избрали Гуцу, они избрали ради того, что получат определенную сумму, может, с бюджета Гагаузии, а может, непосредственно Шора, хотя стремление Шора побыстрее закрепиться в этом Гагаузии, это говорит о том, что он хочет бюджет Гагаузии, чтобы расплатиться со своими обещаниями. Если мы говорим о Гагаузии как определенной формы государственности или самоопределения гагаузского народа, спустя несколько, почти более 3 десятков лет, как вы думаете, сегодня Гагаузия оправдала те ожидания и тот смысл, который вкладывался в нее в начале становления? Нет, не оправдала, потому что цели автономии было развитие все-таки гагаузской культуры и языка. И, конечно, и, можно сказать, обретение какой-то формы государственности в виде автономии. Нет, не смогли. И к этому добавилось то, что после табунщика стал башканом Формузал. Тоже он определился в том, что экономика должна в первую очередь, а язык и культура пусть подождет. Мне кажется, во время башканства Формузала Тимофей, наверное, был президентом, да, который поехал в Турцию и жаловался в Турции, то, что язык наш не развивается, и гагаузы не хотят изучать свой язык. И непосредственно какая-то делегация приехала в Гагаузию в то время, и все говорили, что Балова и Формузал всячески избегал этой комиссии, то есть избегал непосредственной помощи от Турецкой Республики в деле развития языка. Вы представьте себе, Ататюрк в Турции за один день поменял менталитет всего турецкого народа, когда он поменял шрифт и закрепил турецкий язык, не османский, а турецкий язык как государственный язык Турецкой Республики за один день. За один день. И многие люди, которые были не согласны, он сказал, или будет по-моему, или вас в Турецкой Республике не будет. Поэтому определенные вещи надо жестко делать. Я считаю, Владимир, вот вы высказали интересную мысль, и я не могу не уточнить здесь у вас. Сегодня все чаще звучат со стороны кишиневских политиков, давайте
если так в кавычках возьмем, может быть, это чуть резкое, обвинение в том, что гагаузы не учат свой язык, да? И вы согласны с этими обвинениями со стороны Кишинева? И действительно ли гагаузы сегодня меньше стали хотеть говорить на своем родном языке? Потому что на самом деле проблема существует. И, на мой взгляд, она помимо политического и каких-то желаний рядовых граждан имеет и определенные объективные и субъективные причины, почему так происходит. В том числе это процессы миграции, которые были вызваны экономической ситуацией, потому что многие гагаузы вынуждены были сперва выезжать в Россию, а там, естественно, уже больше говорили на русском. Дети уже говорят больше на русском. В детских садах мы видим проблему, что дети практически не понимают гагаузского языка, и таких примеров много. Сейчас как бы ситуация изменилась, что многие едут в Европу, но опять же, там ты не говоришь на гагаузском, ты там вынужден учиться или общаться на том языке, в среду, в которую ты приезжаешь. И насколько обоснованы сегодня эти обвинения? Потому что несколько лет назад мы же знаем, что был принят закон о расширенном функционировании и сохранении гагаузского языка. Но обоснованы ли сегодня обвинения кишиневских политиков в этой части? Бай Виталий, во-первых, я не в структуре власти. Я как художник, давайте так скажем, я не жил в Гагаузии в то время. Я не знаю, все-таки я не знаю бюджет Гагаузии, как распределяется. И я не знаю, сколько Молдова, как правительство, выделяет финансовую сторону Гагаузии, какая часть определяется как это как бы развитие для культуры, или просто даются деньги, и, пожалуйста, вы сами решаете, кто идет на развитие гагаузского языка, а что идет на экономическое обоснованность. Но я хочу одно сказать, что развал Советского Союза, Молдова, которая была тоже ущемлена в Советском Союзе, потому что я всегда буду считать, потому что в Советском Союзе мы все-таки не строили коммунизм или социализм. В Советском Союзе был русский шовинизм, то есть все республики должны были говорить на русском языке и даже меняли фамилии на окончании «ов», чтобы это, и даже все названия менялись на русский лад. Теперь, вот Молдова, да, зная, что в Советском Союзе ущемляли молдавскую нацию, то есть они не говорили на молдавском языке, Молдова обретает независимость и тут же ущемляет гагаузов. Так, то есть вы в этом образовании жаловались, что вас ущемляют, вы получаете унитарное государство, и теперь вы тоже давите на гагаузов, чтобы гагаузы изучали румынский. В данное время официально это румынский язык. Поэтому получается нестыковка. В данное время я даже не знаю, как вот этот процесс идет, обвинять ли молдавское правительство, но я в последнее время слышал, что Майя Санду говорила, что мы будем помогать в развитии гагаузского языка, но конкретных дел я не вижу, и поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. А мой вопрос был не столько в том, должна ли молдавская власть помогать изучать гагаузский язык, сколько о том, насколько происходят эти процессы здесь, и насколько наши власти заинтересованы в том, чтобы развивать гагаузский язык и культуру. И насколько сегодня правы молдавские политики, когда говорят, что все-таки здесь мало делается для того, чтобы сохранить гагаузский язык и гагаузскую культуру. Ну, я тогда вам скажу пример. Мы с Айоглы были и у табунщика, поднимали вопрос о гагаузском языке, мы были у Фармузала, а последний раз я был лично у Ирины Влах. И я ей предложил, говорю, Ирина Влах, невозможно развитие гагаузского языка без плана, который будет узаконено в уложении Гагаузии, и ни один башкан не имеет права менять, потому что мы создавали автономию для того, чтобы наш язык сохранить, и чтобы этот язык стал государственным языком гагаузом. И ответ Ирины Влах был
Самое простое, иди и пиши. Есть одна очень, на мой взгляд, большая проблема у молдавской нации, да, потому что, будучи гагаузами, мы тоже являемся частью этой молдавской нации, Конечно, да. ну, которая состоит из всех жителей Молдовы, которые идентифицируют себя гагаузами, кто-то молдаванами, кто-то румынами, кто-то украинцами. Но не кажется ли вам, что проблема самоидентификации, которая существует у молдавской нации, скажем, у гагаузов, в том числе и у титульного большинства, потому что там тоже есть проблемы, потому что общества молдавского считает, что язык румынский, половина считает, что это молдавский язык, а это есть не что иное, как проблемы с самоидентификацией. Да? Почему так произошло? Является ли это последствием советской политики Советского Союза, или есть другие причины? Потому что, на мой взгляд, в этом есть очень большие проблемы, в том числе и в Гагаузии, в том числе и в целом в Молдове, потому что наше общество разделено, в том числе, как я и говорил, в Молдове часть, около половины себя считают молдаванами, половина румынами. В Гагаузии примерно такая же картина, потому что есть люди, которые считают, что нужно развивать гагаузский язык, с годами их становится, к сожалению, меньше. Да? И есть люди, которые считают, что и гагаузский язык не нужно изучать ни в школах, ни в университете, потому что, будучи, допустим, образование на гагаузском языке, то гагаузские дети, студенты будут неконкурентоспособны, и им якобы некуда пойти работать с гагаузским языком. То есть это есть проблема самоидентификации. Почему так произошло? И спустя столько лет развала Советского Союза, где была одна национальная политика, да, эта проблема усугубилась, а не решилась с истечением определенного времени. Ну, во-первых, уникальность гагаузского народа, давайте я вот это сначала определю вам. Уникальность гагаузского, и не только уникальность, и, можно так сказать, и проблема в том, что мы не можем брать культуру с какой-то страны. Если болгары здесь могут брать все, книги, даже восстановить свой язык благодаря Республике Болгарии, молдаване здесь непосредственно от Румынии, да, украинцы от Украины, россияне от России, мы остаемся, мы должны сами себе создавать. И такие люди, как я, которые живут где-то на границе, и я бы, например, все вот постоянно меня обвиняют, вот почему ты это уехал? Так, я уехал, потому что как художник я не смог бы здесь жить. Я вот постоянно спрашиваю здесь художников, продались ваши картины, вы живете ли на эти средства? И многие говорят, нет. Так, перейдем на ваш вопрос. Так, наверное, есть какая-то проблема, что создавалась, какая-то вражда создается между гагаузами и молдавской нацией, и кто-то изнутри гагаузов и изнутри молдаван постоянно как бы держит вот эту вражду, постоянно в накаленном состоянии, и у каждого свои планы, чтобы вот эта автономия не состоялась в Молдавии, да, или использовать гагаузов всегда вот как оппозицию против молдавской государственности. И к этому почти что идет, да, и вот последние выборы этому доказательство. То есть наши башканы, начиная от табунщика, форму зала Ирины Влах, никогда не брали хороших специалистов в отдел культуры, в отдел образования, чтобы поставить действительно своих людей, которые определили бы путь развития Гагаузии. Вот представь себе, если в 94-м поколении, детям 6 лет, да, те, которые поехали в первый класс, они бы изучали сначала первый год первый предмет на гагаузском, через 2 года второй предмет, так это поколение, сейчас было им 33 года, они бы спокойно владели бы гагаузским языком. И заодно с 94 года постепенный переход. Сначала одна школа на гагаузский язык, потом постепенно это. Не надо забывать тоже румынский язык. Мы обязаны
знать румынский язык. Просто нам это уже все уже, нет уже. Советского Союза нет, есть молдавская государственность, и мы должны. Но Молдова ничего не делала для того, чтобы гагаузы изучали. Даже субтитрами они не пользовались в телевидении, хотя бы вот идет новости, да, на румынском языке, а снизу бы писалось на гагаузском, даже это они не делали. Поэтому сейчас в данное время, я думаю, трудно кого-то обвинить. Была ошибка и со стороны гагаузов, и ошибка со стороны молдаван, но надо найти какой-то... Я никогда не видел, чтобы молдавская интеллигенция, да, встречалась с гагаузской интеллигенцией и решили эту проблему, чтобы мы влияли на власть. Потому что в данное время депутаты, которые избираются это все бизнесмены и лидеры, у которых полностью отсутствует уже, для них знание языка, вот депутат, который является депутатом, для него знание языка, то, что он говорит на улице, а умеет ли, если бы вот в данное время сделать настоящий экзамен гагаузского языка, все бы депутаты провалили, потому что они не умеют писать, они не мыслят на гагаузском, они не читают на гагаузском. Так что вот в данное время вот такая ситуация. Например, вот я приехал в Гагаузию, да, я даже строю дом в Гагаузии, надеясь на то, что Гагаузия, вот я говорю прямо, я жду и хочу, чтобы Молдова стала частью Европы, и Гагаузия тоже. Но таких, как я, единицы, к сожалению. Потому что у нас вот этот ящик, который наши гагаузы смотрят, да, это пропаганда Российской Федерации. И все мы это знаем. И наш Пашкан с этим соглашается, вместо того, чтобы развивать свое телевидение. Между прочим, я никогда не видел, чтобы в гагаузском телевидении были какие-то, в то время, в старое время, были именно передачи, каким способом изучать гагаузский язык, как это все сделать. Никогда не было таких, очень мало было таких передач. Ну, сейчас как бы в силу того, что был принят закон о функционировании гагаузского языка, есть шаги, которые направлены в этом направлении. Насколько они дадут эффект, мы, наверное, увидим через несколько лет. Но что касается политической ситуации в автономии, вы, да, как вы и сказали, вы живете не в Гагаузии, большей части, в Канаде, но наблюдаете за событиями в автономии. Обязательно, каждый день. Потому что я вижу в социальных сетях вашу активность, в том числе вы высказываете свою точку зрения на происходящие события. То, что происходит сейчас последние месяцы, последние годы в автономии, какой взгляд, когда вы не внутри здесь? Как вы оцениваете эту ситуацию? Как вы оцениваете политическую ситуацию самой автономии? Как вы оцениваете взаимоотношения между Кишиневым и Камратом? И так ли это должно происходить, если мы говорим о тех задумках, которые были в конце 80-х, начало 90-х годов. И естественно, что мы не можем говорить о противостоянии, потому что в 1994 году принятие закона об особо правовом статусе, мы понимаем, что это была форма общественного договора между гагаузами и молдавским народом, и мы должны это принимать и уважать. Другой вопрос, что возможно, что спустя почти 3 десятка лет, возможно, можно было бы сесть за стол переговоров и некоторые положения пересмотреть, но это все технические вопросы. А вот то, что вы видите со стороны, как это все выглядит? Ну, когда мы смотрим со стороны, да, нам кажется, что Гагаузия обрела форму постоянного столкновения, особенно при Ирине Влах, особенно его последние выступления, постоянная критика Майя Санду и правительства, да. Но спрашивается, Ирина Влах, да, убрали налоговые, так создадите
Сами создадите, вам же никто не мешает, чтобы создавать определенную структуру, которая будет контролировать налоговую обеспеченность Гагаузии. Или сами все создавайте, даже программу развития Гагаузии в культурном и языковом. Это же Молдова же не мешает. Делайте, автономия у нас в руках. Но почему-то они используют постоянно это против центральных властей. И, к сожалению, самая большая ошибка то, что в Гагаузии еще с 1994 года не приняли закон, по которому центральные партии участвуют в Гагаузии. Поэтому вот это самая большая ошибка в Гагаузии. То есть, по вашему мнению, политические партии, национальные политические партии не должны принимать участие Конечно, в политических процессах в потому что Гагаузии? стратегии и развитие этих партий абсолютно не стыкуются с развитием Гагаузии. Неужели социалистическая партия поставит в своем этом приоритет развития гагаузского языка? Владимир, Смешно. итоги последних башкирских выборов 23 года. Да. Вы немного сказали, высказали выше свое мнение по этому поводу. Но давайте будем объективны, что сегодня результаты выборов привели к определенной изоляции Гагаузии, потому что мы видим, что ряд партнеров Гагаузии, ведущих, таких как Турецкая Республика, Российская Федерация, в том числе и Европейский Союз, буквально на прошлой неделе глава евроделегации в Молдове до нашего портала высказывался, что они достаточно осторожны к вновь избранному башкану Евгению Гуцул в связи с определенными вопросами, которые есть у молдавских властей к процессу выборов. Но мы знаем также, что Республика Турция или посольство Турции, не посольство Российской Федерации не принимали участие в инаугурации башкана. И, пожалуй, наверное, я не припомню предыдущих инаугураций, когда представитель хотя бы одной из этих сторон не участвовал бы в церемонии вступления в должность вновь избранного башкана Гагаузии. На ваш взгляд, является ли это определенной изоляцией сейчас автономии, и могут быть ли последствия от этого? Конечно, могут быть последствия, потому что Ердоган никогда не приедет в Гагаузию, когда представитель Шора Гуцул является башканом Гагаузии. Он никогда не приедет насчет открытия стадиона, насчет открытия колледжа. Я считаю, что нет. И я считаю, что Гуцул, она уже не знает, что такое Гагаузия и что такое быть башканом. Она должна сложить свои полномочия. Если она сознательно понимает, что она находится не в том кресле, она должна принять решение, она должна уйти. Она представитель Шора. Шор официально преступник, который разыскивается. Это смешно для молдавских политиков, потому что все знают, что он в Израиле. Да? Израиль не выдает своих граждан. 100%, конечно. Это у них это еще принято в 1946 году, когда образовался государство Израиль. Между прочим, Израиль это большой пример. И в Израиле они, образовав государство, у них не было своего языка. И они официально утвердили идиш, и все учились. Так, сколько лет прошло, с 1946 года, они сейчас все используют идиш как свой язык. А мы за 33 года так и не смогли создать даже одну школу на гагаузском языке. Перейдем к вашему... Да, будут проблемы, изоляция будет. Большая изоляция, пока вот эти представители, которых непосредственно назначил Шор, не поймут, что они просто уничтожают гагаузскую автономию. Они уничтожают. И они это прекрасно знают. Владимир, завершая наше интервью, вот у вас какие чувства? Больше оптимизма или пессимизма в вопросе дальнейшего развития, существования гагаузской автономии? Если перейдем к стране Молдова, я оптимист,
потому что Молдова будет частью Европейского Союза. Я в это верю. И я пессимист, что мы все-таки сможем добиться того, что в одно время в Гагаузии гагаузский язык не будет только среди интеллигентов, но мы можем спокойно пойти в банк, где будем говорить на гагаузском языке, в школах будет это на гагаузском языке. Поэтому это вот немножко такое, знаешь, негативное к этому. Я даже вот не представляю, как можно быть башканом и не предъявлять условия, например, банковским работникам, что у нас 3 языка государственных. И, между прочим, это большая ошибка Гагаузии, что мы приняли государственным языком русский язык в Гагаузии. Это самая большая ошибка. Мы могли бы оставить этот язык как переходной язык в то время, потому что нас ассимилировали, мы знаем прекрасно, нас ассимилировали на 120%, да, данное время, что есть, то есть. Мы вот в таком состоянии находимся, к сожалению. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Напомню, что сегодня мы говорили о том, какой видится современная гагаузская автономия и о том, есть ли у нее будущее. И сегодня наш гость был один из активистов становления Гагаузии Владимир Топал. Оставайтесь с LoveMD, подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях, и вы будете в курсе происходящих событий. Это была программа «Фокус» на информационном портале LoveMD.